Пророчество про ПАП сбывается. Украина готова уступить территории Путину, а доллар и золото бьют рекорды. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самое важное – интересные новости. Папа умер. Кто станет новым папой и приведет ли он мир к апокалипсису? Миллиард на промывку детских мозгов. Юнармия получит рекордные деньги на военную пропаганду. Инсулиновый бунт в России. Люди штурмуют больницы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Украина может де-факто отдать Путину 20% своей территории ради мира. По данным The New York Post, Киев якобы готов пойти на болезненный компромисс, признать, что Россия контролирует пятую часть украинской земли. Неофициально, не по закону, но по факту. То есть Украина не подписывает капитуляцию, но соглашается, что Донбасс и Крым пока остаются под контролем Москвы. То есть фактически отдает. Формально нет. Журналисты утверждают, что министр обороны Украины лично сообщил США, что Киев уже на 90% готов согласиться на эти условия. Главная цель – остановить войну. Де-факто означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что Украина собирается отказаться от нее навсегда. Де-юре означает, что мы признаем, что россияне забирают эту землю, и мы никогда ее больше не увидим. Трамп собирается выкатить свой мирный план уже через 3 дня. Самое сложное – это то, как будут выглядеть силы безопасности. Мы называем их силы стойкости. Силы стойкости – это часть гарантий безопасности, которые хотят украинцы, и мы надеемся, что они их получат. Ранее The Wall Street Journal писали, что в кулуарах обсуждают вообще признание Крыма российским официально, то есть Киев оставит его Москве навсегда. Пока это лишь слухи, Трамп от ответа на прямой вопрос воздержался. Доллар ставит рекорды, но совсем не те, на которые рассчитывают в США. Падает все. Доллар, рейтинги Трампа и доверие к Федеральной резервной системе. Американская валюта обновила минимум против иены и держится на многолетнем дне по отношению к евро и франку. Причина – Трамп устроил открытую атаку на собственного главу Федеральной резервной системы, назвав его главным неудачником и потребовав срочного снижения ставок. Мол, если ФРС не спасет экономику, то провал будет на ее совести. Инвесторы в шоке. Трамп и его команда всерьез обсуждают увольнение Джерома Пауэлла, хотя это может разрушить доверие к доллару, как к мировой резервной валюте. Если ФРС рухнет и вся финансовая стабильность США. Текущий наихудший сценарий для доллара заключается в том, что Пауэлл сдастся и проведет экстренное снижение ставки, хотя это остается маловероятным событием. Удаление Пауэлла с должности или его отставка вызвали бы сложную реакцию рынков. Финансовые рынки бьют тревогу. Доллар просел до 140 йен впервые с сентября. По отношению к швейцарскому франку курс почти пробил десятилетний минимум. Евро и фунт растут. Даже австралийский доллар рвется вверх. Это необычные колебания, это реакция на страхи. Сегодня с акциями еще один отвратительный день. Несколько твитов или правдивых социальных постов от президента США с угрозами уволить Пауэлла. Это продолжение тарифной и политической неопределенности, которую мы уже видели. Неопределенность политики сейчас намного выше той, что была даже во времена ковид. А с учетом возможности увольнения Джея Пауэлла, что было бы беспрецедентно, это действительно вызывает... Инвесторы сегодня очень обеспокоены. И рекордный день для золота. Цена на металл впервые пересекла отметку в $3500 за унцию. Мы спросили у экономиста, может ли случиться так, что доллар потеряет статус расчетной валюты. И вот здесь вот эти тарифы, которые вводят США, но пока приостановлены, но все равно не отменены, они создают почву для того, чтобы страны объединялись по причине невосприятия действий США. То есть это хорошая почва. А если не будет объединяться именно на этой почве, то будет следующий вопрос. А почему бы не провести дедоларизацию мировой экономики? Китай, США спорит за статус основной экономики в мире, а все-таки как валюта юань уступает европейскому евро. Есовскому, вернее. Соответственно, если будет дедоларизация мировой экономики, соответствующий спрос на доллар резко упадет, и тогда вот та контролируемая девальвация, которую сейчас проводит США, она станет неконтролируемой.
и доллар, соответственно, будет еще больше падать. Рейтинг Трампа тоже падает. Всего 42% американцев его поддерживают, и это минимум с момента его возвращения в Белый дом. Большинство граждан не хотят, чтобы он шел на третий срок, хотя сам он об этом говорит все чаще. Почти 60% считают, что США теряют уважение в мире. Даже треть республиканцев против давления на вузы и вмешательства в культуру, а 83% американцев требуют, чтобы президент подчинялся федеральным судам и не нарушал законы. А вы поддерживаете все решения Трампа? Пишите в комментарии под видео, какие решения хорошие, какие плохие. Сделаем своеобразный опрос. Не сдерживайте себя. Власти России не скрывают своих приоритетов. Почти 1 миллиард рублей из бюджета пойдет в 2025 году не на школы, не на медицину, а на милитаризацию детей. Именно столько получит Юнармия, движение, которое занимается пропагандой войны среди подростков и вербовкой в армию прямо со школьной скамьи. Это максимальная сумма с начала вторжения в Украину. Основная часть, 800 миллионов, оформлена как субсидия по нацпроекту «Молодежь и дети», который Путин лично курирует. Формально для создания передовых школ, на деле для встраивания милитаризма в образование с детсада. Еще 200 миллионов от Минобороны пойдут напрямую на подготовку подростков к службе в армии. Даже Промсвязьбанк подключился к финансированию, туда поставили сына экс-премьера Фродкова, и банк уже перевел 10 миллионов рублей. А вот Ирина Винер, экс-жена миллиардера Усманова, больше не помогает. В прошлом году она дала Юнармии 6,3 миллиона, а в этом тишина. Юнармия давно вышла за пределы школьных уроков, они агитируют подростков на оккупированных территориях, устраивают парады, вручение игрушечного Бахмута в руинах детям из детсадов и замешаны в депортации украинских детей. За это против них ввели западные санкции, но в России это только увеличивает поддержку. Кремль не просто учит детей военному делу, он вкладывает сотни миллионов в то, чтобы вырастить новое поколение, для которого война — это норма, а враг — любой, кто не машет триколором. Инсулиновый бунт в Камышине. Жуткие кадры. Десятки пациентов с диабетом в 4 утра штурмуют больницу, чтобы достать жизненно важный инсулин. Очередь выстроилась задолго до открытия. Люди мерзли, нервничали, но надеялись получить рецепт. В итоге всего 4 талона, 5-й уже получает отказ. Как вы думаете, куда идут эти люди? Эти люди пришли в 4 утра. Им не хватило талонов. А знаете, какие талоны? Чтобы взять лекарства. Они пришли в 4 утра, дали только, мужчина, 1, 2, 2, 3, дали 4 талона, и 5-му человеку, 6-му человеку уже не хватило талонов, отказали уже в талонах на диабет. Вот у мужчины, значит, супруга болеет диабетом, ей нужно инсулин. Уже все болеют. Вот, пожалуйста. Вот можете посмотреть, что происходит. Ситуация сорвалась с катушек. Возмущенные пациенты пошли к главврачу требовать свое по закону. Инсулин не подарок, а гарантированное государством лекарство. Без него человек может погибнуть. Местные власти все отрицают. По их словам, никаких проблем с инсулином нет. Но что тогда происходит в Камышине? Почему пациенты бьются за выживание у дверей поликлиники? Как думаете вы, что там происходит? Пишите в комментарии обязательно. Ватикан публикует первые фото Папы Римского Франциска в гробу. Доступ к нему открыли сначала для служителей. Похороны состоятся в субботу в 10 утра по местному времени, и тогда любой желающий сможет проститься с Папой Франциском. Но все будет не как обычно. Еще 2 года назад он попросил не хоронить его в соборе Святого Петра, как других понтификов. Вместо этого базилика Санта-Мария-Маджоре, одна из древнейших церквей Рима. Именно там хранится чудотворная икона Девы Марии, которую Франциск особенно почитал. Я считаю, что это несет в себе очень глубокий символизм, потому что он скончался в пасхальный понедельник, во время пасхальной октавы. Это означает, что мы проживаем 8 дней, как один великий день воскресения Христа. Октава длится до следующего воскресенья. Таким образом, Святой Отец отправляется домой во время самого важного христианского праздника. Теперь 135 кардиналов со всего мира готовятся выбрать следующего Папу Римского. Вопрос, который теперь волнует всех, кто станет им и куда поведет церковь. В сети пока появляются первые предположения.
Фаворит номер 1 Пьетро Паролин, 70-летний госсекретарь Ватикана, правая рука Франциска, считается человеком компромисса. Его называют тем, кто способен сохранить курс открытости, но без революций. Если Паролин победит, церковь может пойти по пути мягкой модернизации. Второй сильный претендент Матео Дзуппи, кардинал из Болонии, представитель церкви для бедных, так называемой. Именно он ездил от Ватикана с миротворческой миссией по Украине. У него сильная харизма, прогрессивный подход и активная гражданская позиция. Третий претендент Пьер Батиста Пиццабалла, латинский патриарх Иерусалима. Его выдвижение может означать резкий поворот в сторону межрелигиозного диалога и Востока. Он символ попытки примирения католиков с мусульманами и иудеями. Среди возможных пап кардиналы со всех континентов. Из Азии харизматичный филиппинец Луис Тагле, которого называют новым Франциском, из Африки конголезец Фридолин Бисунгу и гвинеец Робер Сара. Сторонники более консервативной линии. Из Европы француз Жан-Марк Авелин, португалец Мендонса и венгер Петер Эрде. И тут на сцену выходят конспирологи, которые уже поставили крест на этом мире из-за пророчества о папах, которое гласит, что последним перед апокалипсисом будет папа римский Петр. Франциска даже подгоняли под этот образ последнего папы, даже его фамилию в миру Берголья переводили как камень, а имя Петр тоже переводится как камень с греческого. Но если главный кандидат получит таки папскую печать, то есть шанс на то, что пророчества таки сбудутся. Но это уже зависит от того, верите вы в это или нет. Белорусские железные дороги внезапно захотели дружбы на крупной международной конференции. Встрече руководителей железных дорог из десятков стран Евразии делегация от Беларуси официально предложила восстановить пассажирское сообщение с Литвой, Латвией и Польшей. Это те самые маршруты, которые были заморожены из-за эпидемии ковида и не разморожены, в том числе и из-за резкого обострения отношений между Минском и ЕС. Поезда не ходят и не только из-за санкций, но и из-за тотального недоверия к белорусским властям, которых в Европе напрямую обвиняют в соучастии в российской агрессии. Звучит красиво, давайте дружить дорогами, но для Европы это не просто логистика, это вопрос безопасности. И пока Лукашенко остается союзником Путина, а граница все больше напоминает зону военного контроля, шансы на запуск этих поездов минимальны. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.